Международное агентство по гарантированию инвестиций. То есть, в Бишкеке состоялся форум с участием представителей Министерства экономики, Министерства юстиции и Национального института стратегических инициатив при президенте Кыргызской республики и Всемирного банка. Стороны продолжили диалог по вопросам социально-экономической политики, выработки механизмов для устранения барьеров и для развития частного сектора и создания рабочих мест. Сегодня Всемирный банк проводит большое мероприятие с участием различных международных организаций, финансовых институтов, где обсуждается отчет о экономическом развитии Кыргызской республики, отмечается хорошая динамика и успехи по некоторым особым направлениям последние годы. Отмечается, к примеру, серьезное сокращение бедности по разным категориям. Но что хорошо, мы сегодня также обсуждаем и те вещи, которые сдерживают потенциал развития до сих пор. Это, к примеру, бюрократизация, это тяжелые в техническом плане административные процедуры. Поэтому вот госорганы сегодня все здесь представлены, и все международные организации, Всемирный банк, Министерство экономики, очень много ведомств обсуждают открыто, какие административные барьеры надо убрать, чтобы процесс развития был еще лучше, темпы роста были еще лучше, а общее благосостояние граждан росло. Ключевым событием форума стала презентация нового экономического меморандума по стране, подготовленного Всемирным банком. В документе были представлены актуальные оценки экономической ситуации в Кыргызстане, были обозначены вызовы и предложения по направлениям для устойчивого развития секторов экономики и развития частного предпринимательства. Этот отчет, в принципе, показывает, что, с одной стороны, экономика Кыргызстана продолжает расти динамично, с другой стороны, этот рост экстенсивный, то есть не за счет увеличения производительности труда, а для того, чтобы Кыргызская республика смогла выйти на уровень развитых стран и обеспечить население, растущее молодое население Кыргызстана хорошими, хорошо оплачиваемыми рабочими местами в среднесрочной перспективе, необходимо вкладывать именно в производительные отрасли экономики и в рост производительности труда. Но хорошая новость заключается в том, что все эти реформы находятся полностью в руках страны. Нет ничего такого, что непреодолимой является преградой. И еще очень важное наблюдение этого отчета – это то, что все эти реформы, которые мы предлагаем, они не будут требовать больших инвестиций. В ходе обсуждения государственной политики в экономике была подчеркнута важность проводимых реформ, направленных на дебюрократизацию и структурных реформ в органах власти, так как этот аспект является одним из важных шагов по развитию экономики страны. Представители Всемирного банка высоко оценили реформы, проводимые в стране, отметив, что Кыргызстан показывает стабильный темп роста экономических показателей. Действительно, Кыргызской республикой были достигнуты высокие показатели роста, которые можно отметить. Одним из них довольно существенным является это рост доходов населения Кыргызской республики. Они удвоились и составили 1400 долларов США на человека в год. А также очень существенные показатели успешной деятельности можно отметить в области бедности, сокращения бедности, относительно международной линии бедности. Кыргызская республика с 2000 года, когда бедность составляла 37%, снизилась до 4% за 20 лет. Как отметили участники и спикеры форума, мероприятие стало значимой площадкой для обмена мнением, координации действий и формирования единого подхода к реализации долгосрочных реформ в интересах граждан и экономики страны. Адилет Тимирланов, Руслан Бароненко, ЛТР Бишкек.